Наша страна застряла в ловушке среднего дохода. Если сейчас не создать прочный фундамент для качественного экономического роста, то стагнация доходов населения не за горами, надо прямо сказать. По расчетам экспертов, для перехода Казахстана в категорию стран с высоким уровнем дохода необходимо обеспечить ежегодный рост на уровне 6%, то есть в 1,5 раза выше текущих темпов. Всем привет, меня зовут Асылжан, я являюсь директором коммерческого фонда ХАС. И наша компания занимается несколькими отраслями, такими как логистика. Q-Mart – это сеть оптово-розничных магазинов с товарами для дома. Мы работаем напрямую с поставщиками из Китая, что позволяет нам продавать наш товар по самым низким ценам и доставлять товар в любую точку Казахстана. ХАС имеет сеть своих салонов красоты. Мы предоставляем высокое качество, доступность цен и лучший сервис. Каждый день мы стараемся сделать наших клиентов красивыми. ХАС Барбер – это не просто мужская стрижка, это место, где вам помогут найти ваш неповторимый стиль. ХАС Тур. Осуществляй мечты вместе с нами. Туристическое агентство, которое предоставит незабываемые эмоции, лучшее соотношение цены и качества. Мы комфортно и быстро доставим тебя до точки назначения. Альфа-такси. Почувствуй себя кочевником. Также одна из наших отраслей – это строительство жилого комплекса. В данный момент наша компания имеет 3 земляных участка, где будет проходить строительство МЖК. В данный момент мы находимся в городе Хошше, где проводятся первичные работы по строительству жилого комплекса Мидас. Более 3000 граждан Республики Казахстан, партнеров заключили с юридическими лицами, учредителем которого является Ахметов А.Н. на основании заключенных договоров о совместной деятельности, в соответствии с главой 12 статьи 228-234 Гражданского кодекса РК. Предметом совместного сотрудничества было соединить свои вклады для поставки и реализации товара на территории Республики Казахстан. Срок действия договора составляет 3 месяца. Пункт 9 договора. Данные договора являются подтверждением предпринимательской деятельности Ахметова А.Н. 19 мая 2022 года на встрече с представителями отечественного бизнеса президентом Республики Казахстан Токаевым Касым-Жомарт Кемелевичем было сказано: конечно же, уголовные дела, рожденные в фантазиях сотрудников правоохранительных органов, должны прекращаться Генеральной прокуратурой в срочном порядке. А с тех, кто инициировал такие сомнительные дела, нужен спрос. Указано на необходимость внедрения механизма, который не позволит начать уголовное дело, пока не будут исчерпаны все возможности обжалования итогов госаудита в гражданском порядке. Поручено Генеральной прокуратуре совместно с Национальной палатой предпринимателей и бизнес-омбудсменом в срочном порядке разработать механизмы разграничения сфер уголовной и гражданско-правовой ответственности при решении вопроса о начале расследования. Глава государства подверг критике недостатки в работе правоохранительных органов, указав на недопустимость прежних методов работы с бизнесом, однако прокуратура и Департамент экономических расследований Павлодарской области